если в 2014 году там у кого-то была эйфория, что пришли нас защищать, то сейчас люди столкнулись с ситуацией, когда военные просто, скажем так, вторгаются в их привычный уклад жизни. И давайте сейчас посмотрим сюжет о том, как российские военные в заповедном урочище Ласпи закрыли проход на лучший пляж. Как они объясняли, это для военных нужд. И жители Севастополя возмущены действиями Министерства обороны России, и об этом они рассказали журналистам, которые приехали. Давайте посмотрим и мы. Я пойму людей, как человек, как севастополец, не как депутат, как севастополец, если они придут сюда и вот этот забор снесут. Потому что другого варианта я просто не вижу. Но что мне еще сказать? Да напишите сразу, что Крым — это военная база. Вот напишите, что Крым — это военная база. Вот прямо на Крымском мосту напишите. То есть вы считаете, туристического будущего у Крыма с таким подходом? Я не знаю, я вам говорю как обыватель. У меня бегает ребенок рядом с колючей проволокой. Посмотрите, вот колючая проволока, вон мой маленький двухмесячный ребенок, двухгодовалый ребенок бегает. Больше всего меня поразила колючая проволока, которая... Вот, то есть, забор, колючая проволока. От кого и то есть почему? от кого, да. От кого и почему? Правильно сказали, хорошо, что хоть не клетка. Как это, когда видно, что Министерство обороны огораживало пляж колючей проволокой? Это где вообще происходит? Какие объекты они собираются здесь размещать на пляже? 200 с лишним метров береговой полосы. Прекрасно, абсолютно пустой. Июнь месяц. Люди кучкуются здесь на клочке, на пятачке, который им дали, благосклонно предоставили. Это что происходит вообще в городе? Мы написали запрос, какие нужды вооруженных сил обеспечивают вот эта ограда в виде колючей проволоки. Я хочу понять этот ответ, когда я его получу. На всей акватории Ласпи открытым остается вот эти 50 метров. И тот пляжик небольшой возле бухты Мечты. Все остальные пляжи, надо констатировать, что они в бухте Ласпи практически уже не имеют доступа, как мы говорим, к диким пляжам.